Добрый день, меня зовут Ночина Альбина, я ученица 10 класса. Тема моей работы – особенности фразеологических единиц, содержащих компонент «вода» и «огонь» на якутском, русском и английском языках. Особенный интерес для изучения представляют фразеологизмы, содержащие имена названий стихий, первоэлементов бытия, принадлежащие наиболее древним властям национального состава языка. Нами выбраны стихии «вода» и «огонь», так как они являются важными источниками жизни, остаются сильными и неподвластными стихиями. Проблема состоит в том, что фразеологизмы с элементами стихий еще не рассмотрены на 3 языках. Цель работы – исследовать фразеологические единицы, содержащих компонент огонь и вода на 3 языках. Сопоставленной целью были определены следующие задачи: объект исследования, предмет исследования, гипотеза, метод исследования и практическая значимость. Для семантической классификации мы нашли 62 фразеологические лексемы с компонентом «у», «вода», «уот» и 40 с компонентом «от», «огонь», «фая». Сделана классификация по семантическим категориям и свойствам. Так, вода имеет 8 категорий, а огонь 5. Также разделили на физическую и духовную категории. Рассмотрев фразеологизмы с компонентом «у», «вода», «уот», нами выявлено, что на всех 3 языках фразеологизмы первой категории преобладают. Духовная категория имеется в якутском и русском языках. Например, живая вода – это мифическая чудодейственная жидкость, возвращающая жизнь мертвому телу. Данный фразеологизм можно встретить в русских сказках. А в якутской культуре вода имеет свойство очищать. Угаджай, тох, барда, сураллар. Но данная сторона культуры не отразилась в фразеологизмах. В фразеологизмах с компонентом «от», «огонь», «фая» первая и 4 категории преобладают. В якутской культуре, так же как и вода, огонь имеет свойство очищать и оберегать. Здесь мы видим, что в традиции якутской культуры огонь имеет особое значение. В русской и английской культуре примеров не найдено. Мы сравнили фразеологизмы с элементами «вода» и «огонь», и нами выявлены схожие по смыслу фразеологизмы. Личный вклад по данной теме состоит в том, что нами собраны фразеологизмы с компонентами природных стихий на 3 языках. В дальнейшем планируем закончить цикл и добавить фразеологизмы с элементами воздух и земля. Заключение. Нами обнаружено 102 фразеологизма. Выделили семантические категории и сделана классификация. Обнаружено 2 фразеологизма, которые полностью схожи на 3 языках. Русские и английские фразеологизмы имеют больше соответствий друг с другом, чем якутский с английским. Мы пришли к выводу, что оба образа могут быть сопоставимы, иметь значение, опасность и духовное значение для разных культур, отражение которых можно увидеть на примере фразеологизмов. С помощью фразеологизмов с компонентами огонь и вода можно выявить, что в каждом народе, культуре огонь и вода занимали значительное место. Наша гипотеза о том, что огонь и вода являются важными элементами, отражения которых можно найти, сравнивая фразеологизмы якутских, русских и английских языков, успешно подтверждена. Поставленные задачи решены, цель достигнута. Благодарю за внимание.